Ситуация, которая не вкладывается в голове, страшно даже подумать. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, к чему дошло население из-за трудностей в жизни. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. 27-летняя мать троих детей из Истаровшана обвиняется в попытке продажи своего 2-летнего сына мужчине из соседнего Расуловского района. Она оценила своего ребенка в 40 тысяч самани. Об этом сообщает пресс-центр МВД Таджикистана в очередном выпуске телевизионного еженедельника «Ахбари ВКД». Новости МВД. Сообщается, что сотрудники милиции Расуловского района задержали Максуду Юсупову 15 августа на местном рынке Ашуров во время получения у покупателя аванса в сумме 10 тысяч самани. Как сообщил пресс-секретарь УМВД по Сагдийской области Акбар-Шарифе, сотрудники милиции получили оперативную информацию о том, что Юсупова устно договорилась с жителем этого района о продаже ребенка и реализовали ряд мероприятий, чтобы взять ее с поличными. При этом Акбар-Шарифе говорит, что если ранее в Таджикистане на продаже детей попадались в основном женщины легкого поведения, то ситуация с Максудой Юсупову полностью отличается от них, потому что она решила продать ребенка, который появился на свет от ее законного мужа, правда уже бывшего. Максуда Юсупова в репортаже говорит, что раньше уже отдавала сына в интернат, но потом забрала. Ребенок, которого она хотела продать, был третьим в семье. Муж развелся с ней, и женщина осталась одна с 3 маленькими детьми. Она призналась, что продав младшего, она хотела получить немного денег. Против Юсуповой возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса Республики Таджикистан «Продажа ребенка». Она находится под предварительным арестом. Ей по этой статье грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Как вы относитесь к такой ситуации, что из-за сложного материального положения женщина была готова пойти и на это? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А более 13,5 тысяч преступлений зарегистрировано в Таджикистане с начала этого года. По статистическим данным, этот показатель на 11% меньше, чем за 7 месяцев прошлого года. Кроме города Душанбе и Гбао, во всех регионах страны отмечено уменьшение регистрации преступлений. По Гбао рост преступности составил 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе-июле этого года зарегистрировано 3129 тяжких преступлений, что на 3,3% меньше, чем годом ранее. Случаи убийств и покушений на убийство уменьшились почти на 29%, изнасилования на 18,5%, грабежи на 8,4%, а кражи на 19,5%. Однако за этот период увеличилась регистрация случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 9,5%, торговли людьми, как мы уже рассказывали, 22,2% и разбоев на 9%. Как вы относитесь к такой ситуации в стране? И как вы думаете, почему она сложилась? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.